когда празднуется День семьи. Зачем нужно знать своих предков? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Семья – самая главная ячейка общества. Без нее невозможно существование государства. Поэтому те страны, которых волнует собственное развитие, не обходят стороной 15 мая – День семьи. Ведь чтобы цивилизация развивалась, прежде всего должны быть крепкими семьи. История России формируется из тысяч судеб и событий, происходящих в жизни каждой отдельно взятой семьи. Любой человек продолжает жизнь своих предков. Все, что в нем есть, заложено его родом, и он сам – составная часть своей родословной. В семье Кучимовых очень хорошо понимают эту связь и бережно хранят все, что осталось от предыдущих поколений. В каждом доме хранятся старые, пожелтевшие от времени снимки, на которых история конкретной семьи в лицах. Фотографии бережно передаются из поколения в поколение, потому что на них не просто лица, а человеческая память. В семье Кучимовых таких фотографий 1000. Домашний архив стал пополняться с 30-х годов прошлого века, времени, когда глава семейства Аслям Бакирович освоил фотоаппарат. Даже во время войны, которую встретил наш герой в возрасте 26 лет в качестве командира пулеметного взвода во Владивостоке, он находил время на то, чтобы щелкнуть пару кадров. Особое место в богатейшем архиве Кучимовых занимают снимки, сделанные в бытность Асляма Бакировича военным комендантом Центрального района Берлина уже после победы. Любовь в нашем доме – это особая тема. Вот когда мне уже взрослая, состоявшаяся женщина, которая много лет прожила, говорят: ой, это глупости, нет любви, это все сказка, то я на это отвечаю: неправда. Я как раз родилась и жила в доме, в котором была любовь. Все самое хорошее в моей жизни – это от моих родителей. Папа – обыкновенный мальчишка из Буздякского района, села Кузей. Мама – обыкновенная девчонка из казачьего рода, из казачьей семьи Сталинградской области. В 1936–1937 году началась его служба в армии, где он после окончания курсантской школы младших командиров Башкирского стрелкового батальона в городе Белебее. И затем он сразу был отправлен на Дальний Восток. А в те времена девушки писали в армии письма. Трогательные, нежные, любовные, милые очень письма. Ну и папа, естественно, как и все, переписывался с такой девушкой. И вот командир ему говорит: даю тебе 3 дня сроку, чтобы поехала, женился. Больше никаких тебе любовей, никаких тебе девушек. Ну, поехал папа с Дальнего Востока в Сталинградскую область жениться по переписке. И не понравилась ему та девушка. А вот ее подружка, моя будущая мама, ой, как ему приглянулась. Ну, папа как офицер, с золотой фиксой, в яловых сапогах, проводил их до дому. И маме кулак показывает и говорит: Мария, я сейчас снова вернусь в часть, отпрошусь у командира и приеду за тобой жениться. Попробуй только выйди за порог, жди меня. Ну, с этими словами он уехал. И действительно, через некоторое время он приехал свататься на маме. А маме в то время было 16 лет. Вот так началась их совместная жизнь. И у мамы началась жизнь жены военного человека. Это гарнизонные, воинские части, все вместе. С одного вокзала на другой вокзал. Ну, а дальше, как у всей нашей страны, началась война. Каждый раз ближе к 9 мая делаю такую экспозицию, посвященную памяти папы. Вот эта одежда, я ее на 9 мая достаю, проглаживаю, чищу, отпариваю. И для меня очень трогательно даже вот застегивать эти пуговки, которые трогал когда-то мой папа. Знаете, для любой женщины, неважно в каком возрасте, 5 ей лет или там 65, очень важно чувство защищенности. Вот за папиной спиной я была как за каменной стеной. У меня было пожизненное чувство уверенности, что никто не посмеет меня ни пальцем, ни словом обидеть, что никто не посмеет на меня даже голос повысить. Папа был не просто воин,
не просто боец, он был защитник. Понимаете, защитник Родины, защитник Отечества, защитник семьи и мой защитник. Аслям Бакирович был, я сразу скажу, что удивительный человек. Человек, который прошел всю войну от Владивостока до Берлина, и потом 5 лет находился в Берлине в качестве коменданта в одном из центральных районов. Он, и представляя, как говорится, нас, это надо быть, наверное, ответственным человеком. Участвовать в становлении Берлина, когда к нему там приходили граждане Германии со своими заботами, хлопотами, житейскими, и нужно было им помогать. А это все ответственная была работа, это лицо нашей страны было. Особенно гордится своим дедом внук Лиссандр. Он достаточно скупо говорил о войне, потому что это были такие достаточно тяжелые эмоциональные годы. Но вот я до сих пор запомнил один из случаев, когда они были в составе передовых групп войск, и в Польше необходимо было форсировать реку. На другом стороне, на другом берегу находился неприятель. Была передовая группа войск, и не очень многочисленная. И чтобы деморализовать противника, дед придумал хитрость. Они сделали соломенные чучела солдат, посадили их в лодки, одели в каски, форму, в одежду. И получается, что на огромной лодке было всего 2-3 живых человека, 20-30 чучел. И вот с помощью такой хитрости они смогли скрыть от соперника, от противника реальную численность войск, успешно переправиться, форсировать реку. И одну из боевых наград он как раз получил за вот эту идею, которая помогла нашим воинам. Ну, это вот все с детства, все. Солдатики, пистолетики, всевозможные тайны, всевозможные секреты, чисто военное воспитание. Мама писала записку, она приходила с работы и должна была проявить использование на огне секретное послание. Но ты писал молоком. Дед меня учил различным способом военным передачи информации, зашифрованным. Вот мама должна была расшифровывать. Да, расшифровывала. Ну и все, и не сядешь кушать, пока не расшифруешь секретное послание любимого сыночка. Так еще найти нужно было. Да, еще Мам, найти. у меня для тебя сюрприз, найди. Ну все, и ищет. Или все в комнате я обвязывал нитками от кресла к ножке и по-пластунски лазил с ножницами, перевязал как колючую проволоку. Дед учил, а как же, Дед да? говорил, еще там прижмись, это там пулеметчик. Или приходишь домой, помнишь, стол накрыт, все замаскировано, блиндаж на случай артобстрела. А мы там с дедом, а баба нам туда, бабушка в кастрюле, там котелок, полевая кухня. Да, представляешь, еду, они довольные сидят. Ну а как же, все самое хорошее от деда. Вот когда в доме нет мужчины, никогда не получит сын такого воспитания. Вот, пожалуйста, посмотрите, папе 85-86 лет, он с гантелями. Гантели, штанги. Вот, дед показывает упражнения. На полу. Лежа на полу. Тяжеленные гантели. Аслям Бакирович, конечно, является примером для меня, примером для молодого поколения, для своих родных, вот, для дочери, для внука. Они достойно, я скажу, несут те доблести, ту честь, которую он заработал. Эта вот шкатулка совершенно бесценная для меня. Вот здесь хранится мамина молитовка, которой, наверное, 100 лет, «Отче наш». Видите, она уже вся стертая. Это вот наши семейные ценности, раритеты, как сейчас сказали бы, обереги. Это бумажечки, написанные, молитовки, мамиными руками. А вот тут же я храню волосы своего сына, когда его забирали в армию, и я также с молитвой его отправляла. Кто-то скажет: ой, какая глупость, какие сантименты. Для кого-то, может, и глупость, но для меня самые важные вещи – это чемодан с папиными вещами и чемодан с пеленками моего дитя. А что может быть дороже семьи? Что может быть дороже дома? Вот
Память моей кровиночки, маме, папе, и память моей кровиночки, моем сыне. Вот это старая-старая икона целителя Пантелеймона. Она лежала в шкатулке мамы, бог знает сколько лет. Была вся черная, на ней вообще ничего не было. И я думала, что же это за деревяшечка валяется какая-то у меня в шкатулке. Взяла, знаете, иголку и даже вот тут поцарапала. Смотрю, что-то там нехорошо я сделала. Убрала назад, поцеловала, попросила прощения, прямо так. На всякий случай говорю: боженька, прости меня, пожалуйста, я глупая, что-то не то сделала. Через некоторое время открываю шкатулку, смотрю лик. А на сегодняшний момент вот эта икона, вот посмотрите, как проявилась. Уже понятно, что это целитель Пантелеймон. А вот это аж в трубочку свернутая. Живые помощи Вышнего, написано рукой мамы. Для того, чтобы я была живой, здоровой, чтобы у меня жизнь благополучной была. Также я сейчас своему сыну ладан куда-нибудь суну, молитвку напишу. Я не понимаю, как это можно выбросить. Когда-то в детстве мне папа рассказал притчу. Стоял целый лес дубов. И одному дубу так захотелось превратиться в какую-нибудь пушинку, в цветочек, в птичку, в бабочку и полетать. Все деревья его отговаривали: не вздумай, ты же дуб, ты же корнями в землю врос. Но каждый раз, когда приходили лесорубы, охотники в лес, этот молодой дуб просил: ну спилите меня, хочу избавиться от этих дурацких корней, хочу улететь в небо, превратиться в пушинку. И вот одни лесорубы послушали его и спилили его. Упал этот дуб и сгнил. И вот папа мне всегда говорил: дочка, корни – это самое главное. Когда у человека есть прошлое, которым можно гордиться, у него обязательно будет будущее. Береги то, что есть. Это память предков, память дедушек, бабушек, память родных. Я четко это запомнила на всю жизнь. И не представляю, не понимаю, как можно закрыть двери за прошлым, в котором тебя любили. Вот почему каждый раз не только на 9 мая, но и на праздники Родоница, на праздники, которые посвящены поминовению близких, родственников, я стараюсь вывернуться наизнанку, сделать все, чтобы помянуть тех, кто ушел. Потому что нас, живущих на земле, и оберегает любовь, которая была. Каждый из нас – продолжатель своего рода. Корни каждого рода, как корни дерева, уходят далеко в старину. И тот род силен, кто предков своих помнит и бережет. Чтить память своих родственников, поминать тех, кто покинул этот мир, тоже относится к давним традициям. Здравствуйте, дорогой батюшка. Сегодня я пришла в свой любимый храм не просто случайно, не просто так. Сегодня знаменательный день. Ровно 20 лет назад в этом храме крестился мой любимый папа, знаменитый, уважаемый всеми легендарный полковник Кучимов. И было ему на момент крещения 84 года. Я безумно любила своих родителей. Вот как сегодня, как сейчас, так же стою с трепетом. Не боюсь даже смерти, знаю, что они меня там ждут. Может, они рядом стоят и слышат нас. Я от всей души, с любовью, с почтением прошу вас принять вот этот скромный дар на помин души моего папы. Спасибо, Господи. Христос воскресе. Воистину воскресе. Вы знаете, папа с мамой с 39-го года вместе. Вот когда мне говорят, что нет любви, нет хорошей семьи, я говорю, это неправда. Я как раз родилась и выросла в семье, где есть любовь, и где она была, есть и будет. Потому что у папы с мамой совершенно романтичная история жизни. И история вот этой самой вечной любви. А папа мусульманин, родом с Буздякского района был, да. А мама казачка со Сталинградской области. И вот когда мама уже ушла, подчеркиваю, они с мамой прожили всю жизнь, войну прошли с 39-го года. Папа говорит, не делай это, сейчас начнутся междоусобицы, розни всевозможные на почве религии.
А как, говорит, Маруся без меня, а я без нее. Надо, чтобы мы в одной оградке лежали. И в 84 года вот он принял крещение. Спасибо, батюшка. Все равно вот это наш любимый храм. Мы тут рядом живем и постоянно, сами знаете, приходим сюда. В общем, духовность какая-то, душевность, энергия, энергетика. Может, потому что это связано с моей семьей. Для меня вот это очень дорого, это место. Христос воскресе! Дорогой батюшка, сегодня в такой знаменательный день мы, конечно, не могли не зайти к вам. Сегодня день помина моего любимого папы, моей любимой мамы, наших родственников, которые погибли в Великой Отечественной войне. Вы знаете моего папу, он был не просто воином, не просто защитником, он был воином Христовым. И он меня учил так же, как и вы своих прихожан, прежде всего быть добрым и быть милосердным, несмотря на то, что в руках его всегда было оружие. Примите, пожалуйста, в дань уважения, в дань любви, в дань внимания вот этот помин специально для мамы, специально для папы. Мама Мария, папа Алексей. Говорят, нельзя оглядываться назад. А мне настолько было хорошо, когда они были живы. Я не могу не оглядываться. Вот для любой женщины очень важно, независимо от того, в каком она возрасте, вот это чувство защищенности. Церковь нам дает чувство защищенности, Бог дает чувство защищенности. Но очень важно, когда в доме есть человек, за которым ты как за каменной стеной. Вот за такой каменной стеной была и за своими родителями. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, если Бог сошедший в законах, разреши вы, сам душа раб твоих упокой, и ныне и присно во веки веков, аминь. Едино чистая, порочная, для Бога без семени родшая, молись, спасися душа их. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, все услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О упокоении души сопших рабов Божьих, Алексея и Марии, и же простите сим, всякому прегрешению, вольному же и невольному. Задача православного христианина – поминать своих родителей, чтить прежде всего своих родителей, потому что одна из заповедей гласит, 5-я заповедь, что чти отца и мать свои благовечно будешь на земле. Поэтому наша задача – чтить, почитать, уважать своих родителей прежде всего, ну и, конечно, поминать их в молитвах. Будь то человек живой, конечно, чтить, уважать, ну и когда человек уже пойдет в мир иной, соответственно, конечно, их поминать в своих молитвах, будь то это родительские дни, или просто человек приходит в храм, ну или же, конечно, в своих домашних молитвах. Это самое важное и самое главное. И это вот как раз наши усопшие сродники ждут как воды, как воздух. Знание прошлого своего рода, истории династии или корней предков всегда было большой силой. Как ни парадоксально звучит, но чтобы добиться успешного будущего, нужно изучить собственное прошлое. Батюшка, скажите, пожалуйста, каким святым молиться за свое здоровье и своим близким? Вопрос очень актуальный. Часто вопросы задают такого характера. Не только кому молиться, когда здоровье, например, такие вопросы есть, кому молиться об успехах в работе или о том, чтобы Господь послал хорошего жениха или невесту. Множество различных такого рода вопросов. Но ответ всегда один. Конечно же, в любой своей потребности нужно прежде всего обращаться в молитве к Господу, Престой Деве Марии и ко святым. Так получилось в житие некоторых святых. Есть такие случаи, когда эти святые исцеляли людей при жизни или после их смерти, когда их прославляли,
происходили множество физических и душевных исцелений. И поэтому принято считать, что этим святым необходимо молиться при каких-либо заболеваниях. К примеру, церковь празднует память святого великомученика целителя Пантелеймона. Вот ему тоже очень часто молятся как раз-таки о исцелении различных болезней. Есть у нас и в церкви замечательный святой 20 века, это Лука Крымский. Этот человек был по профессии врач и при жизни имел действительно талант от Бога и помогал людям. И будучи уже в сане епископа, он тоже врачевал и участвовал во Второй мировой войне, то есть Великой Отечественной войне, и был военным хирургом. И, конечно же, множество тысяч людей ему благодарны. Этот человек и ни днями, ни ночами не спал, а постоянно, в общем-то, не выходил из операционной, единственное, иногда отвлекаясь только лишь на молитву. И вот после того, как этого святого прославили, тоже множество чудес происходит у его святых мощей, поэтому в церкви этот святой тоже почитается как исцелитель. В кафедральном соборе Рождества Богородицы становится доброй традицией перед Днем Победы устраивать домашние концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Юные артисты пришли в гости к Ольге Ивановне Димитровой. Поздравляю вас с праздником. Хотим сказать вам большое спасибо за победу. Это вам. Спасибо. Тетя Оль, вам сейчас сколько лет? 96-й. Вот 96. 96. Тетя Оль, вы кем работали во время войны? Я работала во время войны мастером в лесу. И вот никто не поверит. Вот 41-42 год. Мы лес возили на лошадях по ледяной дороге. Женщины, лес, вот такая елка, сучье вот такое. Мужчина раз дает, рубил, а они тяпают. Тяжело работали. А хлебушка давали по 500 грамм. Тетя Оль, а вот в Бога верили, когда на лесоповале работали? Верили. Очень даже Господь верили. помогал вам? Плакали. И вот эти бабы так плакали. А потом к нам вот этих вот еще какие-то из НКО посылали рабочих, чтобы помогти. А у них вот у всех в карманах были даже иконы. В карманах эти кошки были. И вот на что война была, они один праздник не работали. Правильно. Я первый раз... Смотрим, что же это все никого нет на работе, что такое делать? Мне начальник говорит, ты ну-ка сходи, узнай. Я пошла, подхожу к крыльцу, к бараку. Ну такая тишина. Я тихонько двери открыла. Они все стоят на коленках, все молятся Богу. Я стою. Один подошел ко мне и говорит: Ольга Ивановна, мы вам дважды отработаем, только вы нас сегодня не трогайте. Воспитанники воскресной школы Рождества Богородицы города Уфы уверены, что в этот праздник, День Победы, без внимания не должен остаться ни один ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла. Здесь раньше вставал